Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки под видео, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Знаки судьбы. Что вам по жизни помогает, ну а что вам мешает? О чем вы даже и не догадываетесь. Пожалуйста, кому интересна эта тема, настройтесь на мое гадание. Подумайте о своей жизни, о том, что происходит в вашей жизни, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какие знаки мне дает судьба? Что мне по жизни помогает, ну а что мне мешает? Чего я не знаю, о чем не догадываюсь. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие знаки судьбы отправят вам высшие силы. Какие знаки, что мешает, что помогает. Так. Знаете, я по этому знаку могу сказать так, что вы как бы любимчик судьбы у меня идете. Да, многие могут мне возразить и сказать, что как же, у меня жизнь тяжелая, меня там и било, и мотало, и что только со мной не происходило. Но, мои дорогие, не всегда любимчикам судьбы все шоколадно, да. Людей могут наоборот учить, наставлять, вести. Да, дорога иногда бывает жесткой, но результат всегда один и тот же. Он прекрасный. Это счастье, это достаток, это благополучие. Вот я у вас вижу из знаков то, что вас пытаются, это, знаете, вот дать вам какой-то то ли совет, то ли вот через людей вам посылают постоянно советы о том, что нужно быть поспокойней, поуравновешенней, чтобы там не переживать очень сильно, не активничать по мелочам, да, вот потому что я вижу, что вы очень сильно расстраиваетесь, если что-то где-то не получается, если что-то идет не по-вашему, не так, как вы себе там задумали, запланировали, вы начинаете очень сильно переживать и расстраиваться, вплоть до того, что вы вообще можете закрыться. Вот этого делать ни в коем случае нельзя. Вы прекрасный, красивый человек, умнейший, добрейший, душа прекрасная, но человек, который крайне небрежно относится к своей внешности. Вот уж простите, извините, но я так вижу. Смотрите, вы человек очень красивый, но вы не смотрите в зеркальце. Мало того, вы еще не следите там, да, за своей одеждой. Многие возразят, что, дескать, это все стоит дорого. Я соглашусь, да, это стоит дорого, но тем не менее можно выглядеть более-менее, как это правильно сказать, да? У вас это не в одежде дело и не в том, что как вы там наносите себе макияж, какой макияж, да, и какой цвет там вы красите волосы, как вы их стрижете. А дело лишь в том, что ваши глаза тухлые, они не светят, понимаете? Вы сами себе не нравитесь. Как будто бы вы смотрите в зеркало и говорите: ой, постарела, ой, меня уже никто не полюбит, да, либо там мужчина смотрит, ой, я такой простенький, да, я вообще никакую женщину не заинтересую. Мои милые, это все идет изнутри, понимаете? Когда у вас харизма катится к нулю, когда ваш внутренний свет тухнет, когда ваши глаза там бледные, да, никакого ни огонька, ни маленького светильничка, ничего нет в ваших глазах. Вот это плохо. Плохо. Полюбите себя, посмотрите на себя, найдите в себе какие-то качества, которые лично вам понравятся. Понимаете? Вот с этого начинайте. Не нужно тухнуть, не нужно в себе тушить все огоньки. Пожалуйста, поймите, что именно от этого идет. Не в то, в какой вы там брендовой одежде одеты, и не то, у какого там модного парикмахера вы подстриглись, либо там закололи себя всякими там ботулинами, да, это вообще не играет роли. Играет роль ваше отношение к себе, ваша энергетика и ваш яркий взгляд. Понимаете? Вот искорки в ваших глазах, вот это важно. Люди в первую очередь, понимаете, они
Да, они смотрят на нашу одежду, там, на обувь, на одежду, но потом же идет разговор, потом человек смотрит в глаза, и если на вас там, не знаю, все дорого-богато, да, а при этом вы там просто вот увядающий цветочек, ну, конечно же, человек не оценит ни ваше одеяние, ни ваш стиль. Он просто оценит, что вы выглядите слишком, может, там, я не знаю, там больным, уставшим и подавленным, да? Вот, поэтому нужно немножечко в этом плане себя менять. Высшие силы вам говорят так, что нужно научиться любить себя, ценить себя, уважать себя, заботиться о себе, холить или лелеять себя. Я вижу, что вы слишком много времени посвящаете, ну, я не знаю, семье, близким людям, друзьям, работе. То есть как-то у вас неравномерное распределение времени, да? То есть у вас есть любимое дело, например, у вас есть семья, ребенок, там, родители, вот неважно, да? И вы вроде и там все сделаете, и тут все поделаете, и там пятое, десятое, а на себя времени вообще не остается. И вы, ну, как говорится, еле там ноги до кровати дошли, да, лишь бы поспать, хотя бы чуть-чуть отдохнуть. Вот такой момент. Пожалуйста, займитесь собой, балуйте себя вкусняшками, красивяшками, не знаю, там, прогулками. Смотрите на себя в зеркало, ищите в себе какие-то красивые, позитивные моменты. Понимаете, начинайте любить себя, заботьтесь о себе. Ваша жизнь — это прекрасная чаша, но она, понимаете, она никак не может наполниться. У нее, получается, с одной стороны заходит энергетика, и с другой стороны она у нее вываливается, выпита. У вас здесь кошка сидит, кошка. Понимаете, кто-то вас, ну, скажем так, обманывает, может быть, или обманным путем у вас подворовывает энергию, подворовывает ваше счастье. Может, у вас крадун дома есть. Переберите вещи, наведите генеральную уборку, просмотрите прям все. Особенно смотрите вот в диванах, в креслах, в подушках, в одеялах, в шкафах, вот там, где особенно ваши личные вещи лежат, там трусики, понимаете, вот в таких вещах могут вам ложить крадунов, подкладывать. Крадун может быть все что угодно. Предмет, ну, который не ваш, да? На нем могут быть и волосы, и ниточки, может вообще там спички будут сложены, да, и перевязаны веревочкой. Вот все странное, что вы найдете, ручками не трогайте, либо в перчатках, либо на бумажечку, и желательно, конечно же, сжечь, либо выкинуть на перекресток. Мои дорогие, что-то у вас есть, потому что кошка достаточно, смотрите, какая крупная вышла. Она, во-первых, и с лапками, да, и у нее лапки, смотрите, какие, вот как щупальцы, понимаете, что-то из вас подтягивают. И у вас были звоночки, у вас были сигналы, сны были. Девочки, вот мальчики, сны были. Вам снился человек, который у вас подворовывает, причем снился несколько раз. И сны эти, может быть, они и не были страшные, но когда вы просыпались, у вас как испуг был, понимаете, вот такой момент. Вроде ничего страшного во сне не было, но страшно, ну, вот именно присутствие вот чего-то леденящего, да, вот леденящего душу было. А вам сны снились про этого человека. Либо были указания, либо кто-то вам рассказывал, что вот этот человек там нечист на руку, нечист на совесть. То есть были звоночки, которые вы просто проигнорировали. Потому что добрый человек, потому что открытый человек, потому что, ну, а как я буду сомневаться, да, как не пойман, не вор, может, вы часто такое говорите. А на самом деле люди этим пользуются. Пока вы там уши распустили и открыли всем свое большое доброе сердце, да, свои огромные теплые объятия, ну, человек думает, а почему и нет? А почему и нет? Я пойду там подживлюсь, что-нибудь себе утащу, урву, да, и буду жить себе припеваючи, да, на чужом добре разбогатею. Вот такой момент происходит. У вас, ну, как-то, понимаете, у вас вроде как идет, да, у вас какой-то перекос, вот перекос по жизни. Вот посмотрите, да, на вот эту чашу. Здесь идет явно перекос у вас с левой стороной. Левая сторона — это у нас, ну, магия, это все у нас такое, знаете, эзотерического характера, назовем так, да, энергетического характера. Земное у вас в порядке, видите, у вас в порядке, у вас тут наполненность, у вас тут все как надо происходит. А вот тонкий план страдает, теряете очень много энергии. Здесь можете себя и чувствовать плохо, и недомогание, и болезни, и, знаете, как вроде лечитесь, да, ничего не помогает, ничего не происходит, как сил не было, так и нет, как боли были, так и боли есть. К врачам ходите, они там руками разводят, говорят, все в порядке, а мы уже сделали, что могли, либо удивляются, как у вас опять что-то там началось. Все потому, что вот подворовывают у вас энергетику, как хотите.
Это нужно блокировать, это нужно убирать. Я со своей стороны советую вам чисточки проводить дома, все прям перетрусите, найдите этого крадуна, потому что 100% крадун у вас есть. Обязательно булавочки на каждый предмет одежды, либо вот я своим лайфхаком делюсь, у меня обычно на всех бюстгальтерах есть маленькая булавочка, да? Вот она как раз к телу идет, и обязательно так, чтобы головка ее смотрела вверх, понимаете? Чтобы человек с дурным глазом об эту булавочку колол язык и колол глаз. Вот, если булавочка такая расстегнулась, не дай бог, ее аккуратненько берем, застегиваем, и то же самое на перекресток, либо проточную воду, потому что булавочка на себя по максимуму взяла. Вот, есть, продаются такие маленькие, они, как они там, для портных, там как-то вот называется. Девочки, копейки стоят, да, а пользы от них целое огромное море просто пользы. Так что пользуйтесь и занимайтесь этим всем. Так, момент еще хочу озвучить. Если у вас есть какие-то треугольники, то есть вы и есть там соперница, знаете, что соперница и днем и ночью просто в вашу сторону негативит, просто ненавидит. Даже если она вас не знает, она просто вот именно вас вот как-то вот энергетически считывая, да, и в вашу сторону постоянно какие-то проклятия шлют, просто проклятия, жуткие проклятия. Женщина какая-то больная, честно. Настолько плохие вещи она думает и желает, что, ну, ее само от этого разрывает в клочья, понимаете, вот эта агрессия, помноженная на вот этот идиотизм, извините за слово, но просто нельзя это делать, и нельзя вот такие страшные призывы делать, да, насылы, посылы отправлять, вот это вообще нельзя. Но она сама больше, конечно, от этого страдает. До вас долетает, вы чувствуете вот эти энергетические удары в вашу сторону, понимаете, как будто бы вы живете в хрустальном доме, да, и на вашу хрустальную крышу падают постоянно камни. Вот такой момент происходит. Так, дальше идем. Что вам помогает? Ну, во-первых, я вам скажу так, что да, вас любят высшие силы, они вам помогают. Люди вокруг вас тоже вас любят, очень хорошо к вам относятся и тоже вам помогают. Смотрите, я вижу вот здесь человека, нового человека, либо человека, который уже в вашей жизни есть. Этот человек идет по знаку Овна. Он либо Овен по знаку зодиака, либо он, кстати, огненного знака зодиака, он боец, борец, человек необычный, легкий, харизматичный, веселый, настойчивый, упрямый, может быть, где-то немножечко, но тем не менее, это может быть как мужчина, так и женщина, потому что пола здесь не указано. Человек, который придет к вам с благими делами, с благими помыслами, с благими предложениями. Это может человек, который составит вам пару, который предложит вам руку и сердце, любовь может предложить, семью, понимаете, а может предложить вам истинную, настоящую, чистую дружбу. Так либо иначе, вот новый человек идет в вашу жизнь, и с этим человеком, смотрите, у вас такое семечко, которое начинает прорастать. То есть с этим новым человеком у вас пойдут прям дела в гору. Если это ваш друг, то будет давать вам какие-то хорошие, просто невероятные советы, наставления, благодаря которым вы действительно реализуете себя, свои таланты, свои способности, возможности, работу, может быть, поменяете, либо пойдете на повышение. То есть человек, его нужно слушать. Слушать, просто внимать каждому слову. Мудрый, умный, ничего не боится, при этом к вам очень сердечно настроенный. Опять же таки, если это мужчина, то мужчина просто подарит вам какую-то невероятную новую счастливую жизнь, где вы расслабитесь, почувствуете себя центром чужой вселенной, да? Центром вселенной этого человека. Будет вас боготворить, на руках носить человек, который для вас, ну, с неба звездочку достанет. Понимаете, вот такой момент происходит. И страсть, безумная страсть с этим человеком вас ждет. Любовь, страсть, нежность, отношения, которые просто будут зашкаливать. Плюс я вижу, что у многих будет раскрытие таланта. Вы можете стать, не знаю, известным человеком. Понимаете, здесь идет мир и известность. Известный человек в своем направлении, да, вы, например, художник, вы рисуете прекрасные картины, у вас будет признание. Если вы
поете хорошо, да, и неважно, сколько вам лет, но вы хорошо поете. Люди вот узнают о вашем таланте, к вам сделают предложение, да, вот так или иначе я вижу, что о вас многие знают, и многие о вас говорят. Может, вы станете талантливым эзотериком, может быть, вы станете талантливым, не знаю, там, врачом, массажистом, там, коучем, наставником, может быть, финансистом талантливым. То есть раскрытие таланта 100% идет. И это идет вот прям венец вашей жизни, венец вашей картинки. Еще я вижу крышу, и рядом с этой крышей 2 человека. Вы держите эту крышу, а ваш партнер держит вас. Понимаете, какая прекрасная картинка. То есть вы без поддержки не остаетесь, причем поддержка у вас идет как свыше от высших сил, так и от вашего земного партнера. Может быть, это ваш любимый человек, который вас поддержит, может быть, это ваш земной ангел-хранитель, какой-то очень прекрасный друг. В любом случае, я вижу, что вы под надежной защитой с 2 сторон, и это замечательно. Вы под силой своего будущего, вы под силой крыши своего дома, вы под силой своей реализации. У вас все получается, у вас все прекрасно. Мои дорогие, еще раз говорю, перекрывайте каналы свои энергетические, чтобы никто случайно ими не подпитывался, потому что здесь прямо очень четко это все показано. И второй момент. Верьте в себя, верьте в свою реализацию, у вас все еще впереди. И не важно, сколько вам лет. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.